Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами с еще одним традиционным блюдом казахской кухни, рецептом всеми любимых баурсаков. На просторах интернета можно найти множество вариантов его приготовления, однако не все они одинаково хороши. Я уверена, что мой рецепт вам очень понравится. Итак, чтобы тесто быстро поднялось, приготовим опару. На 300 мл теплого молока добавляем 2 столовые ложки сахара, 1 чайную ложку сухих дрожжей, перемешиваем. Закрываем пищевой пленкой и оставляем на 10 минут. Дрожжи активировались, переливаем массу в глубокую миску, добавляем еще 1 столовую ложку сахара, 2 чайные ложки мелкой соли, если у вас крупная соль, то 1 чайную ложку с горкой, 1,5 столовой ложки майонеза, 1,5 столовой ложки растительного масла. Тщательно перемешиваем. И постепенно добавляя муку, замешиваем тесто. Качество муки у всех разное, поэтому добавлять нужно столько, сколько возьмет тесто. У меня ушло 450 грамм. Закрываем пищевой пленкой либо плотной крышкой, накрываем полотенцем и оставляем подниматься, подальше от сквозняков. Когда тесто поднимется, обмакиваем руки растительным маслом, снова замешиваем его и даем подняться. Тесто получилось идеальным, не прилипает к рукам. Делим его на 2 части и раскатываем его очень тонко, примерно на 1 или 1,5 мм. В этом случае баурсаки будут очень пышные и пустые внутри. Но если вам нравятся плотные баурсаки, то тесто нужно раскатывать немного толще. Для удобства при раскатывании я чуть-чуть присыпаю стол мукой, но этого делать не обязательно. Тесто очень податливое и не липнет. Вот такой толщины должно быть раскатанное тесто. Нарезаем его либо кружочками, либо квадратиками, как я, или палочками. Накрываем полотенцем, чтобы они немного поднялись. Тем временем в глубокую миску либо сковороду наливаем растительное масло и хорошо нагреваем. Здесь важно, чтобы масло было сильно нагрето, иначе баурсаки не поднимутся. Масло нагрелось, приступаем к жарке. Чтобы баурсаки были одинакового цвета, я жарю их по одному. Мне так удобно, так как при жарке они очень сильно поднимаются и их сложно всех перевернуть одновременно. Еще один секрет пышных баурсаков — это то, что после каждой их жарки нужно дать маслу сильно нагреться, так как оно быстро остывает.